В Абхазии в самом разгаре сезон цитрусовых. Как проходит сбор урожая, каково качество продукции и как она хранится и реализуется, будем говорить с директором агропредприятия «София» Гульрипского района Виталием Цвижба. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, добрый день. На какой стадии у вас сейчас сбор мандаринов? Завершается или же начинается? Как бы вы охарактеризовали? И какой у вас урожай? Да, мы только, как говорится, начинаем сбор мандарины. Очень качественный урожай у нас в этом году. Ожидаем урожая до 600, до 700 тонн. А в этом году поменьше урожая, чем в прошлом году. Вот так вот хороший сбор у нас. Люди есть. Заказы есть большие, очень много в Россию. Собираем и отправляем сразу же. Вот так вот тихо работаем. А вы расскажите, пожалуйста, у вас сейчас объемы работы, да, объемы плантации, они больше, меньше, чем, допустим, в прошлом, позапрошлом году, да? Или как? Или остается пока неизменным? И какое количество рабочей силы нужно привлечь для того, чтобы собрать урожай с ваших плантаций? Да, чтобы успеть урожай до Нового года, у нас ежедневно человек 150 собирают мандарин. Мы собираем в день примерно до 30 тонн. Вот так собираем. Сейчас вчера-сегодня не работаем, погода немножко изменилась. А так вот люди ждут, работаем. Очень высококачественный урожай, очень, как я говорил чуть раньше, до 700 тонн примерно, так думаем, ожидаем такого объема урожая в этом году. Так плантации у вас увеличиваются или остаются неизменными последние годы? Площадь? Конечно, у нас увеличивается. Мы проводим посадки, каждый год посадки делаем, ухаживаем, как говорится, в хорошем состоянии очень наш совхоз. За что мы горды. Просто хотелось узнать, намного увеличилось, не намного увеличилось, или же в основном вы просто обновляете? Обновляем, да, потому что эти совхозы, эти сады уже еще СССР 60-х годов. Поэтому надо увеличивать, надо делать посадки. А то так, в общем, да. А так очень ухожен, совхоз в хорошем состоянии. И люди к нам очень хорошо, договоры есть очень много. Поэтому я думаю, что мы до Нового года успеем все это собрать и реализовать. Получается, что вы обеспечиваете людей работой, достаточно большое количество людей работой, где-то точно до декабря, получается. Да. Дальше уже люди как-то сами, да? И по необходимости. Люди у нас постоянно, наши люди, которые нам помогают собирать. Заработок тоже неплохой. Зарабатывают в день до 4000 рублей примерно. Хорошо оплачиваем, люди довольны, как рабочие. В общем, вот так, да. Собирают в основном люди наши местные. Есть, конечно, и приезжие с России, с Кабарды. Мы их заселяем, мы это все на себе берем. Но их мало в этом году, почему-то не знаю. Где-то примерно до 20 человек, вот так вот, и женщины, и мужчины, да. В основном наши местные собирают. Интересно, вы сказали, что обеспечиваете людей жильем. Это каким образом? Мы заселяем их и оплачиваем сами за жилье. Вот так вот. Ясно. Невыгодно. То есть у вас уже работают профессионалы, рабочих рук достаточно, оплата высокая, и, наверное, люди жалеют, что это не круглый год. Да, жалеют. Вообще каждый раз спрашивают, сколько еще будем работать до Нового года, в январе не будет. Люди очень довольны зарабатывают, да. Такой момент, как хранение мандаринов, потому что их нужно где-то держать, это потом грузить, перевозить. Этот процесс как проходит? В чем есть сложности, если они есть, и как вы их решаете?
Ну, у нас как бы склады очень объемом большие склады, мы вот собираем, Мгм. они стоят у нас в деревянных ящиках, вот. И хорошо хранится, как бы мандарин, она быстро не портится, если это такой продукт, который быстро не портящий. Ну, конечно, его надо правильное хранение, Ну да. правильно, поэтому лежит неплохо, да. Потом мы перед продажей мы тогда только пересыпем Мгм. на бумажные ящики. У нас бумажные ящики очень красивые, цитрус Абхазия. О, Так, значит, именные. с этими Да. эмблемами, да. Мгм. Да, и нормально, в принципе, хорошо он хранится, неплохо. Мгм. Я Да. думала, деревянные ящики, такие вот в Да, полосочку. деревянный ящик у нас, мы их собираем и их храним Ага. до момента продажи. А когда продажа, мы уже перебираем и так отдаем. Мгм. Скажите, а в течение светового дня, да, идет сбор урожая? То есть вот как Ну, рассвело идет у нас, или роса села, да, там какие там технологии у вас? нет, у нас сейчас как бы росы нет, у нас очень скошено, ухожен, все сад. Мы утром в 8 выходим. Сейчас погоды хорошие. Раньше, вот, когда погоды плохие, Да-да-да. люди как бы раньше выходят. А сейчас прямо с 8 до темна вот работают они. Мгм. Очень с большой охотой вот так очень Мгм. работают. Ага, то есть человек может Нормально. хорошо за сезон заработать, если вот в день Да, 4000. обязательно. И Мгм. вы поверите, есть семьями, которые работают, семья, 2-3 человека с одной семьи, они вот до 10 до 12 тысяч в день зарабатывают. Мгм. Это Замечательно. Вообще есть повод задуматься, кому нужно в подработать. наших условиях, Да. такая зарплата, люди очень Мгм. довольны, честно говоря. Ну, такой момент, как реализация, да, продукции. Во-первых, как долго у вас на складах находится продукция, да, а потом, когда вывозится, каким образом у вас вот этот процесс проходит, устраивает ли вас, скажем, цены, да, продажные, куда вы вывозите, все ли в Россию или что-то здесь реализуете, вот как у вас процесс Но реализации мы идет? сами как бы своими силами не вывозим, люди приезжают прямо у нас на месте, покупают и так вывозят они большими Мгм. 20-тонными машинами, да. У нас, честно говоря, мы давно знаем нас, и поэтому проблем нету, да, люди Мгм. приезжают, заказывают, вывозят, в общем, хорошо идет мне. Мгм. Мы довольны. А, у вас там есть что-то наподобие, вот это же оптовая база получается у вас, да, Да. вот эти склады так называемые? Да. Или же все-таки как оптовая база, вы ее не используете, их склады? Мы как бы, у нас не оптовая база, у нас просто мы спускаем с плантации вниз. У нас стоит перерабатывающая значит, лента, так называемая. Мгм. И перебирает она себя еще с советских времен у нас стоит. И вот мы в день до 40 тонн перебирает она. И поэтому вообще беспроблемно вот так вот. Прямо клиент стоит, покупатель, и прямо на глазах перебираем. И вот так вывозит. То Там есть три вот так. сорта делает, средний, высший, вот так вот. Мгм. Кто кому То что есть у вас нравится. уже такая практика сложилась, и люди, вот, которые постоянно с вами работают, именно таким образом как-то с вами общаются, покупают и реализуют вашу продукцию? Да, вот вообще беспроблемно, хорошо. Люди нас давно знают, и Мгм. поэтому к нам люди идут и тут. Мгм. Ну, что касается цен за продажу, вы как-то отслеживаете, во-первых, как они, насколько, за сколько они продают и за сколько вы продаете? Вот какая разница есть? Но разница, мы здесь продаем как бы доступно, чтобы им было удобно, потому что надо вывозить, еще здесь за транспорт надо платить. Это Ага. надо разницу оставлять большую, чтобы им выгодно было. То если мы как бы, у нас Ага. цена, местная цена как бы очень доступна, да, так. Если Мгм. мы цену слишком скажем, им невыгодно будет. Поэтому мы согласовываемся, знаем рынок, как там в России Мгм. продается, как здесь, и мы согласовываемся и так вот Ну, находим. наверняка у вас продажа продукции зависит от, скажем, ну,
что из себя она представляет, то есть крупный мандарин, сладкий, качество какое, от качества зависит. Вы сказали, что очень хорошее качество в этом году, то есть лучше, Да. чем в прошлом, ну, количество чуть меньше, но тем не менее берете качеством, так я понимаю. Да. Очень, но в этом году, вы знаете, очень солнечные дни, поэтому очень вкусные мандарины. В общем, да. У меня, значит, три разных сорта перебираем. Крупный, средний и меньше. Вот, вы знаете, у нас эта машина, когда грузится, вот у нас стоит поддонами, значит, стоят. Один берет, ну, там 30 поддонов в машине помещается, вернее, 32 поддона. 10 поддонов крупного, 10 среднего, 10 мелкого, так. И цены разные, конечно. Вот. Ну, кстати, самая большая крупная у нас 100 рублей стоит, что тут. закупочная цена, да? Да, это уже в ящиках, красивых ящиках, очень бумажных, и поддонах завязано, вообще красиво так. А вот когда заканчивается процесс калибровки, все-таки вот каков процент вот мелкого продукта? Мелкого продукта у нас все равно 20% остается. Процентов. Да. Это как обычно или же все-таки меньше, чем обычно? Ну, Как вы оцениваете? обычно, всегда почти одинаково так выходит, честно говоря. Когда урожай очень обильный, когда много, она мелко убивает тоже, ну что делать. Но тоже уходит хорошо. У нас вообще мандарины очень тонкошкурные, и поэтому она хорошо уходит. И сладкие. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вот рассказ о том, как у вас идет сбор урожая, какой мандарин, как следует, скажем так, выбирать и так далее. Я напомню, что о том, как проходит сбор урожая мандаринов, каково качество продукции, как оно хранится и реализуется, мы говорили с директором агропредприятия «София» Гулрипского района Виталием Цвижбом.